Добрый вечер. В эфире новости в прямом эфире. В студии работает Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Трагическое ЧП. Уголовное дело возбудили после пожара в жилом доме в Хангаласском районе. Подготовка к паводку. Что сделано и что предстоит по республике. Борьба за золото. 4 якутян вышли в полуфиналы чемпионата России по кикбоксингу. Уголовное дело возбудили по факту гибели 4 человек, в том числе 2 малолетних детей при пожаре в селе Чапаево Хангаласского района. Предварительно установлено, что глава семьи из горящей квартиры вынес 2 своих детей, 4 и 5 лет. Однако спасти их не удалось, они скончались. Погибла и мать детей, 28-летняя женщина, а также 31-летняя жительница соседней квартиры, которая скончалась в больнице. В связи с трагедией в Хангаласском районе объявлен 3-дневный траур. Сообщение о возгорании и обнаруженных жертвах поступило в следственные органы Следственного комитета около 22 часов 7 апреля текущего года. На место происшествия незамедлительно выехала следователь СКР, которая совместно с дознавателем МЧС провела неотложные проверочные мероприятия на месте происшествия. Организованы необходимые при данных обстоятельствах следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Изъяты предметы и вещества, имеющие значение для установления причин возгорания. Допрошены жильцы дома, а также иные свидетели произошедшего. Назначены необходимые экспертные исследования, которые помогут установить причины смерти и причину возгорания. Расследование продолжается, ход следствия находится на контроле руководства Следственного управления. По поручению главы Якутии пострадавшим от пожара в селе Чапаево Хангаласского района будет оказана материальная помощь из резервного фонда республики. Об этом сообщили во время заседания Республиканской комиссии по ЧС. Было предложено муниципальным районам рассмотреть в своем бюджете вопрос о выделении по 1 миллиону рублей на обеспечение пожарными оповещателями дома, где проживают социально неблагополучные слои населения. Также в Хангаласский район выйдет специальная комиссия, которая будет работать на месте для выяснения всех обстоятельств произошедшего, по итогам которого будут предприняты меры в отношении должностных лиц, которые не проконтролировали соблюдение всех мер противопожарной безопасности. 9 пострадавших были госпитализированы в ЦРБ, из них переведены на амбулаторное долечивание 5 пациентов. Находится на данное время в ЦРБ 1 в тяжелом состоянии, взрослый, в реанимационном мероприятии проводится. 1 находится в удовлетворительном состоянии, все они с диагнозом отравления угарным газом. 2 пациента, это дети, они маршрутизированы, переведены в Якутск. Остальные, медицинская помощь оказанная, находятся в удовлетворительном состоянии. К другим новостям. Подготовительные работы по пропуску паводка в регионе идут по плану. В этом году ситуация осложняется тем, что долго стояли морозы. Подготовка идет комплексно, все организационные моменты утверждены. Определены также объемы ресурсов, конкурсные процедуры прошли без отставаний от сроков. На сегодня завершены превентивные мероприятия по ослаблению прочности льда на реках Токо и Амга в пределах Алданского и Чурапчинского районов. На самых паводкоопасных территориях идут учения, проведены летные тренировки спасателей. Параллельно ведут совместные рейдовые мероприятия, обследование опасных объектов, гидротехнических сооружений и дорог. На отдельных участках на сегодняшний день по рекам Колыма, Амга, устья Алдана, ну и отдельных участках реки Лена мы наблюдаем превышение нормы толщины льда от 150 до 200 сантиметров. Как наши коллеги говорят с гидрометслужбы, что на юге Якутии и в Иркутской области снегозапасы от 130 до 200%, и это очень серьезно. Также зачернение льда проводят на затороопасных участках рек в Ленском районе. По информации местной администрации наблюдается большое количество снегозапасов. В случае заторов на реках Нюя и Лена при достижении критических отметок уровня воды есть вероятность затопления низменной части в Ленске, поселках Витим и Пеледуй, а также села Ортунахара на реке Нюя, говорится в сообщении. Превентивные мероприятия на опасных участках продлятся до 25 апреля.
28 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 15. По данным оперштаба, еще 3 человека заболели в Мирнинском районе, в Нернгринском, Татинском и Чурапчинском районах по 2 новых случая. Еще в 4 районах выявили по 1 заболевшему. За сутки лаборатории республики провели 1666 исследований на коронавирус. На труднодоступных территориях Якутии проходит перепись населения. В апреле она затронет 15 районов, 12 из которых арктические. В Аллайховском, Анабарском, Булунском, Жиганском, Момском, Средне- и Нижнеколымском, а также в Устьянском районах население будет переписано полностью. В Абыйском, Амгинском, Верхневилюйском, Верхнеколымском, Горном, Ивано-Бутантайском и Оленёкском районах перепись пройдет только в некоторых населенных пунктах. Таким образом, в апреле перепись пройдут порядка 46 тысяч человек. Опрос населения проводится традиционным образом. Переписчики приходят на дом с бумажными бланками. В столичной школе номер 6 открывают психолого-педагогический класс. Это стало возможным благодаря сотрудничеству этой школы с Управлением образования столицы, СВФУ, Казанским университетом и Самарским филиалом педуниверситета. По новому направлению школы будет работать 1 класс, это выпускники 9 класса. Они в течение 3 лет будут обучаться по специальной программе, после окончания будут поступать в педколледжи и университеты по целевой программе. Это в будущем должно закрыть потребность образовательных учреждений региона и столицы в педкадрах. Педколледж, Вилюйский педагогический колледж, институт и университет, они выпускают этих специалистов. Но, как практика показывает, до школ доходят мало. Поэтому мы планируем, вот так вот работать с ними. Мы их выпускаем, они у нас поступают, наши выпускники поступают в учебные заведения. Потом они на базе же нашей школы проходят педагогическую практику. И после педагогической практики, а по окончанию высшего учебного заведения, мы их должны еще сопровождать в течение, например, 3 лет. А смотрите, сколько классов вы хотите, или в целом школа будет работать по этому направлению? Или конкретные классы будут? И сколько это классов будет? 1 класс. 1 класс, 28 учащихся. Это выпускники 9 классов. Сегодня в Якутске подвели итоги 2-го образовательного форума руководителей детских общественных объединений Якутии «Сила.ком». Около 100 вожатых из разных уголков республики в течение 3 дней соревновались за звание лучшего. Педагоги-организаторы повысили квалификацию, создали социальные проекты, разработали новую стратегию развития детского движения. На открытой площадке также подготовились к летнему отдыху детей. Были диалоги, игры, сессии, мастерские. Сегодня по итогам форума 12 команд защитили перед экспертами свои разработки, получили рекомендации. Далее эти проекты представят на грант главы. В вожатском деле самое главное – это понимать детей, быть их старшим другом и вести их по ступенькам жизни. Ведь мы педагоги, и я верю и знаю, что я вместе с моими детьми взлетим высоко-высоко и добьемся новых и новых целей. Различные выставки и мастер-классы прочно входят и в жизнь северян. Это позволяет как школьникам, так и взрослым развиваться, стать более активными, творческими, говорят жители. Из Аймяконского района сюжет Светланы Поцелуевой. Аймяконцы любят гостей. А если у гостей еще можно и поучиться хорошему и полезному, то такие гости на вес золота. А у усть-алданских народных мастеров есть чему поучиться. Да и приехали они не с пустыми руками. Привезли свои работы и были готовы делиться секретами. Получился самый настоящий мастер-класс. Усть-алданские народные мастера показывают свои работы, хорошие работы. Если интересуешься, можно многое узнать о технологии, услышать советы. Мне интересно у них поучиться. Они помогают восстановить почти забытое ремесло. Хорошо, что приехали. Женщины рассматривали узоры на национальной одежде и украшения, делились тонкостями плетения из конского волоса. Мы многому научились. Трогаем руками, смотрим, слушаем, очень благодарны.
Полученные знания будут особенно полезны при подготовке к СЭО Халанхо. Я сама занимаюсь рукоделием, смотрю на эти работы, и душа радуется. Олох интерихит гибин, она олох хөбилен көрөбин олох. Карагам астындар, сүрәгем йөре, мактап. К слову сказать, СЭО Халанхо на Эмиконской земле пройдет в 2023 году. Подготовка началась, и это не первый и далеко не последний мастер-класс для эмиконских умельцев. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Эмиконский район. В Амге прошел улусный турнир среди детей и взрослых по шашкам на призы двукратного чемпиона мира гроссмейстера Андрея Федотова. Он, как известно, после окончания ФТИ СВФУ работал 5 лет тренером шашек в Амгинской спортивной школе. 11 апреля гроссмейстер Андрей Федотов и Мурадулла Амрилаев разыграют 100 тысяч рублей в эфире НВК «Саха». Традиционный матч проведут в целях пропаганды и популяризации шашечного спорта. Андрей Федотов является двукратным чемпионом мира по русским шашкам, а Амрилаев – действующий чемпион мира по русским шашкам в быстрой программе. Хочется победить, конечно. Настрой боевой. Амрилаев Мурадулло – это один из сильнейших шашистов мира. Мы с ним встретились в 2018 году в Нижневартовске на чемпионате мира в полуфинале. И там прошел очень, так сказать, валидольный матч. Готовлюсь хорошо. Каждый вечер на гамблере, это в телефоне такое приложение есть. Мы заходим и каждый вечер играю. 4 якутян вышли в полуфинал чемпионата России по кикбоксингу. У сборной республики уже есть один 100% финалист за счет того, что в полуфинале сразятся 2 товарища по команде – Петр Васильев и Иван Захаров. Остальным придется биться за такое право с представителями других регионов. Да, конечно, у нас есть свои фавориты в нашей сборной. Это Андреев Денис в 67 килограмм, это Иванов Михаил тоже в 67 килограмм, потом Местников Аял, Сивцев Тимофей уже вышли в полуфинал, так что мы будем от них завтра ждать боев хороших, надеемся, успешно. Добавим, что уже завтра пройдет финал чемпионата для юниоров. 10 апреля в субботу состоится финал для старшей группы. Прямые трансляции вы сможете посмотреть на телеканалах НВК «Саха» и «Мамонт», а также на YouTube-канале и в мобильном приложении. Таковы новости к этому часу. Эфир телеканала на Якутии-24 продолжит Иван Луцкан и программа «Якутия Лайв». Я с вами прощаюсь. Смотрите нас и будьте в курсе.